Алло. А, а. Ага. М. М. Ну, вроде да. Где-то так. Там те 100 тысяч, то чистыми не пойдут. Комиссия Аллах. Антон, есть еще. Ага. Так я напрямую через этот Сбербанк же отправляю. А. М. А. Окей, окей. Було? Було. Антон, Антон, в выходные схожу куда-нибудь. Куплю кресло. Всякое такое. Ну, хорошо, хорошо. А ты счет да.
М, м, м. Хорошо. Мгм. Хорошо. Так. Окей. Ай, так, давайте начнем. Так, все, стартуем. Я сказал, стартуем. Доброе утро, друзья. Сегодня великолепный день. Блин, надо было еще шарфик типа одеть. А не, этот платок. У него же не шарфик, а платок. Мгм. После подписания D4 Росток пришел к свободе, так что теперь там их вольница. Окей. Так. Султанск. Понял. А чё у нас по луту? А, Спас 12 залутал. Угу. Так. Винторез этот явно не мой. Да, я скинул винторез и решил ходить с калашом. Окей.
Давай заглянем. А чё мне по аптечкам? Ой, до хера. Так, цвет горит. Значит, это и есть. О, свинюшки. Только две плоти? Больше нет? Рассвет. Кайф. Сколько времени? 5 утра. И погодка, походу, шепчет, так сказать. Блин, вот тут вот рядом вот так вот руку подложить, и сердечко получится. Блин. Угу. Так. Чертеж нашли. Блин, вот поймал сейчас себя на мысли, что примерно такая же игра могла выйти по ходячим мертвецам. Например. Ну там было бы чуть попроще, скорее, конечно. Хотя... Нет, просто была бы другая игра. Привет, Салти. Привет, как думаешь, реально ли найти девушки среди стримерш? В смысле, чтобы девушка стала твоей... Да не, бред полный. Только лишь при условии, что ты супер богатый. Ну, то есть, она по сути будет с тобой только ради денег, получается. А кому такие отношения нужны? Не думаю, что это реально. Ну, конечно, плохая идея. Ну, как вообще? Ну, смотри. Давай поговорим о том, какая это стример. Ну, сколько там подписчиков у нее.
сколько смотрит и так далее. То есть, может быть, часто она, ну, типа, ну, нормальная. А потом, может быть, конечно, будет уже по большей части меркантильная. Когда, ну, подписчиков побольше будет и так далее. Здравствуй, Селти. Че как, ну, как пятница? Как день начинается? Дела сердечные волнуют, как я посмотрю. Большинству стримерш нравится монополистская система. Ты считай, как они к ней пришли. Монополистская система. Да это хер с ним, но как это к тебе относится? Ну то есть, к поиску пассии. В среднем они все меркантильные. А, ну это конечно. Ну а как? Ну а как? Все по чесноку, так сказать. А если же они говорят обратное, что нет, не меркантильные, то... ну, господи. Ложь и провокация. Ну, хотя, знаешь, тут типа такая тема, ну, все-таки, я, наверное, неправильно говорю в какой-то мере, тут надо ограничивать, точнее, делать, не ограничивать, а делать границы, знаешь. Начнем с того, как она ведет эти стримы, да? Ну, все-таки люди разные, как бы то ни было. Как она ведет эти стримы? То есть, прям сидит, там сиськи вот так вот наружу, там. Короче, делает ставку на свою вот эту вот внешку, если она у нее есть. Или как? Вот если это так, то, ну, она вот из тех, да, кто меркантильный, кто, ну, за деньги, да, так сказать, сделают все что угодно. А так, если как бы даже вебка не включена, если есть вебка, то ну просто сидит и нормально там что-то делает и так там прочее. Ну, я просто, понимаешь, типа вспомнил, что есть нормальные стримерши. К примеру, знаю одну стримершу, которая занимается на стриме дубляжом, озвучивает турецкие сериалы. Ну, интересно это было наблюдать. Но она все время этим занимается и как бы показывает свою работу. И, ну, прикольно. Это контент. Есть также, к примеру, вот Саня надоело. Она играет в игры всякие разные. То есть она также прям, ну, по играм и всякое такое. Ничего такого как бы не подразумевается. То есть, ну, чистое общение, чисто как бы, ну, приятный. Непринужденный вайб. Уйти в реал с ней, ну... Как бы все звезды должны совпасть, понимаешь? Ну, во-первых, вы должны быть, ну, как бы, с доступности друг от друга, чтобы могли как бы встретиться. Потом все-таки как-то, ну, не знаю, встречаться и так далее. И главное, чтобы тебе, вот именно тебе, оно как-то вот ее те или иные занятия типа в голову не били, в плане того, что она, ну, паранойя не кошмарила или еще что. Ну а вдруг ты такая будешь думать, что она там с кем-то еще на стриме флиртует, там прочее, и пиздец, у вас отношения испортятся, и хана, как бы. И зачем, типа, такие отношения начинать, если уж, ну, с таким, как бы, ну, в таком моменте разлад.
Выкид. Ну да. А мне с этим как-то, ну не знаю. Я отношения свои вот с женой завел в реале. Просто подошел к ней в книжном магазине и познакомился с ней. Она работала в книжном магазине. Я под предлогом того, что ищу книгу по Играм Престолов, взял у нее номер, если вдруг появится телефон. Ну, точнее, эта книга какая-то там новая. Ну и дальше заобщались, начали встречаться. Через год, ну, примерно, начали пробовать жить вместе. Ну, там, в квартирке одной, в однокомнатной. Ну как? Она просто пустовала. Ее давно продать хотели. И мы там тусовались. После смогли там как-то это квартирку приобрести в новостройке. Там она ЧБшная была, ее там, ну, ремонт и все было готово. И там вот, короче, начали жить. И спустя где-то 6, может, 8. Ну, повстречались долгое время и решили свадьбу. Вот. Сколько мне было? Да, по-моему, 25. По-моему. Так, это был 2000... ...2013... По-моему, 2013 год. Когда мы только познакомились. 25 хороший возраст. Ну да. Но все-таки как-то я смотрел, например, на своего отца, на своих родителей. Когда они вот, ну, женились, все такое. Типа. И поэтому я как бы такой... Ага, ну, значит, я где-то 25 тоже буду. Уже хоть как-то разбираешься в жизни. Ну да, в сознательном возрасте все-таки надо выходить жить. Ну, делать такие серьезные шаги в жизни. Я знаю некоторых одноклассников, так сказать, которые, ну, после школы сразу же, типа, знаешь, женились. Ну, это мрак. Там, конечно, все, как бы это... Отношения не держатся. Печально это все. То, что ты делаешь в юношестве, там где-то... Ну, вот реально... Вот 25 это вот реально хороший возраст. Вот 21, 22, там, ну, все еще дурак дураком, нахуй. Вот где-то вот от 25 и выше уже, ну, прям, да, что-то есть у тебя в голове. Не кремень, конечно, но что-то есть. Ты мне всю тысячину развлекаешь. Ты мне сидишь и пьешь. Все до гиганты тот тише ходит. Зверобой. Дуй на площадку. И не топай ты так. Бом! 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 Блять, тварь, где ты на? Вот. Так, есть что?
Ну. Ну. О, земляк, здорово. Чудово. Хе-хе-хе. Полювання Здорово, ты мені что, охоту мне решил испортить? На кого охотишься? Кого тут вистежуєш? у зоні В зоне никогда не знаешь наверняка. Только видел султановских тільки ребят, бачу которых по султанівських болотам хлопців, раскидали. яких по болотах розкидали. Тому не Саха. вибігав, Скорее всего. паскуда. Так что не делай эту тварь точно тут. Чуйка у меня никогда не подует. А воно мене не підводить. Ищу Шустрого. Кажуть, ти працював із Шустром. Говорят, ты с Шустрым работал. Я его Я его еще ищу Так, как раз. был такой. Да, был такой. Той ще Помощничек помощник. хренов. На На нем, смотрячи, пещера там была. проти, як Там у работает Гулькин нос. Детонатор нажать. Но взрыва я что-то не слышал. А аванс ведь суп с удовольствием взял. А я уже и забыл, что его Шустрым называют. Чого його шустрим кличуть. Что за работа у вас была? Так а що ви мали робити із Шустром? Це було Это от замовлення Султана заказ. султана. Говно человек, конечно, но обстоятельный. Ну, звісно, але розсудливе. Заказ мутантов местных выкосить, чтоб его парням не так страшно по болотам было ходить. Дай координат пещеры. Ти даси координати печери? Попробуем его найти. Спроб- Да без толку это. Пропивает он уже где-то султановский аванс. Но на мне не жалко. Замри, Слышал? чуєш? Чуешь. Здається, Кажется, пришла тварь. Товарищ, чехляй свой самый большой калибр. чекляй свій найбільший Ох, и поохотимся же сейчас. Суета! А где еще? А, вон он. Нифига, это чё, кто такой? Воу-воу-воу! Нихера себе, чё за олень, нифига себе. Да, блин. У меня дед вообще в 20-22 женился и появилась моя мама. А в 22 сейчас вообще не хочу семью. Сначала реализоваться, как мне бы хотелось. Дед уже был в звании крутом. 22-23. В 30 по загранице катался с семьей по работе. Ладно, в среднем звании он был. 30 уже крутое. Ага. Понял, понял. Ты как бы, ну тогда голову себе не забивай. Оно как бы само придет, я думаю. А ты просто вот сосредоточься на таких вот высоких вещах. Да, действительно. А девушками голову не забивай. Только мешает, скорее всего. Потом уже ближе к 24 оно, ну, я думаю, случится само как-то. Встретишь там свое. Да, я на максимальной сложности. Да блин, Кабанидзе, ёб твою мать! Ну хилься, пожалуйста. Да боже! Ой, сука. У него дилей какой-то, типа, на нажатие. Да. Причем 2 раза меня перевернул. А, вон он стоит. Да прикрывай, блин, ёб твою мать, зверобой. Да блин. Да блин!
Вчера он бронированный, ты видел? Тушкан! Уйди! Непогано постріляли. 1200. Неплохо постреляли, лови подарочек. Ну, надеюсь, еще увидимся, парень. Бачимося, хлопче. Удачной охоты. Далого полювання. Жесть. Это мы кого убили, блин? Блин, я ему имя такое дал, знаешь, типа хозяин леса или типа того. С ним кабаны, тушканчики, собаки бегают. Что-то жестко, на. Ну, спасибо, спасибо. Так, координаты мне скинул, да? Ну, потопали. Хотя деревеньку эту заценить надо было бы, да? Согласен. А почему ты взял возраст 24, когда появится сама с собой девушка? Да, думаю... Скорее всего, по себе сужу. Типа... Я как бы и не планировал прям... встречаться с кем-то и так далее. Просто была тупая такая идея на тот момент. Я как бы вот тусовался с двумя чуваками, настрое было. Как бы все время, почти каждый день виделись. И, ну, почти каждый день говорю, ну, где-то в неделю частенько, так скажем. И я такой, типа, задвинул однажды такую идею, блин, пошли завтра, а в день был выходной, завтра, в центр, найдем, так сказать, подругу нам в компанию, типа, девушка-друг, так сказать. Они с этой идеей угорнули, конечно, и сказали, да ты по-любому, как бы это, постараешься с ней встречаться, там, прочее и так далее, типа, не получится дружить, это точно, типа. Я говорю, блин, да ладно, давайте попробуем, чего бы нет, угарно же будет, типа. И как бы, да, так оно и получилось. На следующий день я им говорю, вы в кинотеатр пойдете, а я, в ТРК, может быть, там что, кого найду. Они такие, ну, давай. И как бы так. И да, действительно. Увидел вот мою. И я уж такой, да, подумал, блин, да, идея максимально тупая, вот хочу встречаться. Как бы. Да. Там переписывался с ней, там частенько и так далее. Как бы, ну, действительно, само собой получилось. М. Лучше потратить это вот время, которое у тебя есть, на какое-нибудь обучение, там прочее. Скорее всего, мысли о девушках, конечно, тебе покоя не дадут, но
Но постарайся. Я вот чего, типа, не то чтобы жалею, но вот думаю, было бы намного баще, если бы я прям, ну, усердно учился освоению каких-нибудь навыков там. Ну, к тому же, типа, освоению игрового движка, к примеру. Или еще что-нибудь такое. Вот это вот время, ну, оно лучше тратить на такие вещи. А очень такое продолжительное долгое время, там, ну, считай вообще, начиная с подросткового возраста до 23-4, я не помню. Я еще и, типа, в армию уходила, там, блядь, у меня мозги на место встали, так сказать. Там же, блядь, пиздец, как в тюрьме находишься, нахуй. Поэтому, да. Я ж не каждый день о бабах думаю. Ну, ты понял, о чем я. Не то, чтобы это вот прям каждый день вот, типа, ебаться. Не, ну просто, типа, мысли о том, что, типа, блин, найти бы свою пассию, там, на будущее, и прочее. В любом случае, ну, мир такой, что оно как бы вот крутится вокруг этой темы практически. Часто, очень долгое время. И... Так. Ебать. Чё, испугался? Да блин, не открывается. А почему армия мысли поставила после выхода из заключения типа по-другому воспринимаешь? О, ну конечно. Там считай как бы это. Ну, тебя там сильно ограничивают во всяких разных. Ну, в передвижении ограничивают. Там. Как бы в занятии повседневном и так далее. То есть ты такой думаешь, блин, было бы классно сейчас, ну просто там что-нибудь таким типа заняться, типа поиграть там или фильм посмотреть. Тебя там, блядь, вот просто дают и занимает на весь день, ну ты там никак не развлечешься, так сказать. Скучаешь по обычным каким-нибудь бытовым вещам. Конечно. И там как бы, ну, начинаешь ценить такие простые вещи и так далее. А именно в плане того, что, ну, мысли на место встают. А именно то, что, ну, не знаю, типа... пиздострадания вот эти вот полной глупостью начинают становиться. Потому что там таких историй очень полно, типа... Ну, полно ребят, которые, типа, ушли в армию, их там якобы, типа, есть ждульки, девчушки. А по факту они там, они выясняют там через друзей или по факту уже приезда, типа, а потом они как бы, ну, слегка держат связь между собой и, типа, говорят, мол, бля, там, пиздец. Изменила, вся херня. Да, и у меня такая же примерно история была. Типа, до ухода в армию там у меня была девушка, типа, ну, я с ней расставался, типа, на момент, когда вот я вот собирался в армию, говорю, короче, я вот ухожу, как бы, и, ну, у нас как бы нет смысла дальше встречаться, поэтому, она там вся, блин, да нет, давай. Я буду ждать, там вся херня. Я такой, да нет, ты чё? Типа херню несешь, давай не будем. А она там, не-не-не, все будет хорошо. Ну прям плакала вся херня, вот это вот. И потом, ну окей, хорошо, ну еще будем держать связь, как бы. Ну, как бы, да. Ну, была и была, типа. Как бы, ну, нормально вроде как держали связь, там прочее. И когда я вот вернулся из армии. Ну, смотрю, она как-то располнела, типа, прям, ну, вот прям пухлая стала. Я так смотрю, думаю, блин. Ну, окей, ладно, ну, как бы, хорошо. Прям в первую неделю, когда вот приехала из армии, она, ну, там появлялась, потом исчезала где-то на месяц или два. Снова появилась, типа, в моей жизни эта девушка. И она такая, типа, говорит, давай в кафешке встретимся.
Вижу, у него прям живот огроменный, блядь, пиздец, нахуй. И она мне заявляет: слушай, ну, короче, ситуация такая, типа, я забеременела от тебя. Я такой, типа, че, блядь? Ну, пиздец. Че, правда? Типа, серьезно? Я такой, да. Я говорю, ну, бля. Ладно. Ну, давай тогда поехали ко мне. С родителями познакомлю. Расскажу ситуацию вообще, что к чему. И она такая подумала, блин, она такая, ну, ладно. Типа, хорошо. Пришли ко мне домой. А у меня мама умная. Она видит, как бы, девушку и все такое. И потом... А мой отец такой, типа... Ну, тоже в ахуе, бля, полнейшем. Но он, как бы, особо не этого. Он, скорее всего, что-то такое, типа, подозревал. И моя мать такая говорит, ну, позвала меня к себе. Говорит, слушай... Ну, там познакомились, чай попили, вся херня. А потом она мне на отдельный разговор зовет, говорит, типа... Слушай, а как давно она забеременела? Ты не думал об этом? Я такой... Да я хз, она мне просто ошарашила, типа, говорит, поставила перед фактом. Ну, блин, ну, скорее всего, как бы, ну, месяца 2, 3, 4, скорее всего, думаю. А мне тогда сколько лет было, я не помню, типа, мне 20, 21 или что-то типа того. И она говорит, ну, мама, да нет, тут как бы срок как намного больше. Ты что, типа, не видишь у нее? Она вот-вот родит, блядь. Типа, ну, 8 месяц или 9, может, или 7, ну, типа, ну, живот у нее слишком большой. Ты об этом не подумал? Я такой, ну, блин, ну, я хз, ну, вообще, да, типа, и как бы в этом не разбираюсь, говорю. Да, привет, Денис. У нас тут охуительная история. И как бы я... Хорошо, ну, что предлагаешь, типа? Она говорит, давай как бы мы ее в поликлинику сводим, там, типа, сопоставим все факты, и как бы, пускай врач скажет, типа. Вот она говорит, что ты как бы, ну, она от тебя забеременела месяц-два назад и так далее, а мы просто к врачу пойдем и узнаем срок настоящий, сколько у нее там, типа. Ну, и такая, все хорошо. И... Все, как бы, на следующий день выяснилось, что это не, она не от меня забеременела. И я, блядь, пиздец, ну, как был я рад, нахуй, что, типа, ебать. Welcome. Что ни в коем разе я с ней, типа, не свяжу свою жизнь. Ну, потому что она была, ну, скажем, блин, ну, не очень. Ну, не внешне имеется в виду. Внешне она нормальная была, а как человек, типа, так себе. В плане, ну не то, что как человек так себе, с характером мне прям, сука, не нравилось, пиздец. Она типа сбалмошная такая была, ветреная, нахуй. Не, в пизду, нахуй. Понимал, что... Ну его нахуй с ней, типа, вообще. А кто отец? Да, в рот ебал, я вообще не знаю. Я же говорю, она ветреная была. Я тогда еще, ну, как бы... Ну, в общем, сложилось все хорошо. Я говорю, ну, блин, пиздуй. Давай уж, уходи нахуй. И все. Она тогда, бля, пиздец покраснела, я помню, блядь, сеньор помидор, нахуй. А у меня с лица улыбка не спадала. Говорю, блядь, пиздец. Ветром надуло, получается, да, воздушный шар. То есть тебя хотели прогреть, чтобы хоть какой-то пап был. Да, блядь, пиздец. Прикинь. Так что в жизни всякое бывает. Поэтому я и говорю, не торопись как бы с девушками вообще. Люди разные бывают. И как бы да, с возрастом, со временем начинаешь люди потихоньку разбираться. А в этом возрасте, типа, когда тебе только 20 наступило, то, ну, нет еще. 36 лет было позавчера, не тороплюсь. Понимаю. Закрутило в каруселі і. Да
давай не це його. І так після останнього викиду нудить. Стрельба. Ладно, бывает. Ты сколько прошел на глаз процентов? Вообще без понятия. Но мне кажется, что-то мало я прошел. Ну, видишь, как бы я вообще, типа, мое прохождение, оно такое. Как бы, ну, я гуляю просто. То тут, то там, типа, куда глаза глядят. А по основному сюжету, типа, вот так. Не особо двигаюсь. А вот сейчас как-то, ну, пошел и сейчас вот только. То есть вот в этом моменте, по-моему, некоторые стримеры, которые, бля, буквально практически спидранили эту игру, то есть по основному сюжету только шли, сайд-квесты вообще не трогали. Они уже на второй день, по-моему, здесь оказывались. Мне кажется. Ну, примерно. Я сужу примерно по Мэдисону, как он проходил. Его же на второй день, типа, забанили. На второй день он, по-моему, как раз таки где-то вот по Затону ходил и Султанску, вот Скадовску подходил. Где-то так. А у меня уже день 6. А я вот, ну, по прогрессу, вот, видишь, где. Так что да. Ну и как бы, ну, не вижу смысла при первом прохождении просто форсить только основной сюжет. В чем смысл? Ну, то есть мне игра понравилась, поэтому хочу в полной мере прям насладиться и там всякие разные сайд-квесты попроходить. На окружение это балдежно посмотреть. Блин, у меня... Я, короче, вчера вот стрим не заводил. В делах был, домашних и так далее. Там, семейных. Надо было там в больницу сходить и так далее. Вот. По пути из больницы домой есть, ну, типа озеро. Ну, маленькое озерцо. Оно у нас замерзшее и так далее. Я вот на него вышел пешком, прошелся по ней. Блин, такая атмосфера прям сталкерская. Ё-моё. Туман еще этот от снегопада практически. Ну вообще. Преисполнился, так сказать. Заснял это дело на видео. Потом на ютубчик закинул и в телегу. А ты где живешь? Ну я в Якутске, Якутске. Так, здесь мы Шустрого должны найти. МСК. А, пон, прослушал. О, он живой! Надеюсь, не опоздал. Бурбо. Ты где, придурок? Шустрый. Ёлы-палы. Васян битый. Блин, реально побили. Целым его точно не назовешь. Какая температура зимой? Ну, отрицательная. Но
Вообще, как правило, где-то в декабре, где-то от середины до к концу и в январе еще, минус 50 херачит. Бывало так, что даже минус 60 и 70 доходило. Такие деньки бывали, да. А вот как будет в этом году, я даже не представляю. Ну, вообще, у меня вот складывается такое ощущение, что, ну, как бы климат потихонечку-то меняется. Минус 60. Ну да, было дело. Не то чтобы гулял, по делам ходил. Ну, то есть я, ну, не еблан такой, типа... О, минус 60 на улице. Пойду как погуляю, ёпта. Пошел, блин. Нет, конечно. А так, по делам, типа, чтоб на работу. Я не знаю, хто ти, сталкер. Первый раз тебя вижу, сталкер, но советую бежать. Вот это экшен. У-у-у, блин. А, так это вначале нас Шустрый оглушил, что ли? Ни хера себе. Макухи забагато. Сука, вот же. Подумав, що все. А, это не он. Нет, у нас не Шустрый. Это он. Чисте небо. Блин, Шустрый уже отвалился, что ли? А, не, живой. Смотри, какой бывало. Я так і думав. Двічі одного Два снаряда в одну воронку. За 1 минуту. Долбаные снорки. Ты спросил про чистое небо. Ти питав про чисте небо. Що саме хочеш знати? Что тебе интересно? Ты той ночью у старого моста забрал мой сканер. А, это он был. А потом вырубил меня прикладом. Что ты несешь, мужик? Я уже забыл, когда последний раз. А, сука! Да это все Фауст, блин, я проводник. Просто показывал дорогу. Монолитовцам. Це халтурка. Обычный заказ. Да репутация у заказчика еще та, да и сдвиг у него по монолиту. Но мне-то что? Чисто бизнес, макруха не мое. Просто бізнес із Фаустом. Але він норм. Так а что с Фаустом-то? Ну, с заскоками. А покажи мне здесь в зоне нормальных вообще. Хоча, Хотя подслепого, наверное, косит. я думаю, що це якесь лайно. Да не. Ну. Не, Шустрый нормальный. Да он же нас пощадил, лол. Довольно тупая отмазка. Другие есть? Как не офигел? Дай аптечку и Дай аптечку і... слушай. Я розкажу все. Досить вдавати. Вставай. Перестань кривляться, вставай. Питай, усе розкажу. Спрашивай, все расскажу. Только потом я все, сваливаю отсюда. Хватит, закончили. Финита ля, Нітеля, бля, мать ее, комедия. йобані болота. Завжди. Не буду болт. Каждый раз какая-то херня. Так. Чё по нечисти? Минус 60, но вот там это заряд по утрам делать, чтобы не замерзнуть. Какой диапазон температуры зимой на улице для тебя комфортно? Ну, когда лето. Ну, блин. Когда не холодно. Ну, может быть, зимой. Ну, минус... Ну, от 20 до 25 или 29, 30. Где-то так.
Ну и в 15 нормально, да. Ну то есть вообще типа прикольно, когда от минус 10, конечно, до 20. А от 25 до 30, ну там уже прям не очень прикольно. Ну там как бы уже начинает моросить сильно. И волна заболеваний, гриппа начинается, ОРВИ. А от 30 до 40 там уже, да, как бы, ну, не очень прикольно тоже. Народ начинает пошустрее, побыстрее ходить на улице. А минус 50, ну, практически Silent Hill ебучий. Что можешь сказать о Фаусте? Чому ти став працювати з Фаустом? Він мені артефакт Потому что мне артефактов отсыпал. И пушек всяких военных вартовских. Даже Гаусс пушку отвалил, нифига себе. Ушла за секунду и даже жалею, что аукцион не устроил. А як він на чисте А как он на чистое небо залез и зачем я его людей туда-обратно водил? Это не мое дело. Много будешь знать, когда не состаришься. Так, расскажи про чистое небо. Що це взагалі таке? Чисте небо. Группировка, которая давно распалась, я им помогал по мелочи. Тут подай, там принеси, там замеры сними. Платили хорошо, кормили от пуза, так что зачем им все это надо было, я не спрашиваю. А зараз те, що від їх бази лишилося за А сейчас то, что эта база осталась, Вал занял. Он как-то защиту каланчи обошел, его людям проводник еще и нужен. А вот он уже как-то сам себе домой шастает. Не смотри на меня так, я и сам уже ничего не понимаю. А как туда попасть? Як мені потрапити на базу чистого неба? я тобі Я тебя жизнь один раз спас, жартував, и может второй раз спасу. друга врятую. Не нужно он тебе, правда? Не лезь туда. Повір, не пхайся туди. Мабуть, Надо треба было було все-таки тебе застрелити. тебя пристрелить. Добре, Ладно, хочешь сдохнуть? На, держи. Это карта. Профессор Каланча, когда с чистого неба уходил, поставил защиту и без карты ее не обойти. мапи воно бігає. На мапі На карте метки маячков. 4 перенастроишь на себя. Тогда через руины на болотах тебя пропустит чистое небо. чисте небо. Ще питання? Еще вопросы? Как работают маячки? Як працюють ці маячки? Професор Каланча. Профессор Каланча что-то говорил про воздействие на управляемое аномальное псиполе вокруг базы чистого неба. Ну я хоть и на чистом небе с тамошними учеными раньше и тусил, но в эти вещи не влезал. Работает и хорошо, не работает и черт с ним. Не працює, ну то біси з ним. Важливо те, що без Главное, что без карты не пристроить маяков до чистого неба не добраться. здатися. Будешь по развалинам домов бродить без толку. Но если только на Нефаус, чтоб не провалился. Чтоб он провалился. А кто такой Каланча? А хто такий? Умный мужик, ученый, тоже в чистом небе был. Чистому небі. Знал, к чему все идет. Он мне и карту отдал, и про маячки рассказал. А потом взял и сам ушел, даже не попрощался. Думаю, он просто не мог оставаться там на базе, особенно после всего, что случилось. И я его понимаю. Что бы Фаус сам не делал на чистом небе, это как могилу раскапывать, братскую. А что случилось на чистом небе? А що сталося? Много чего. Мы ушли к центру зоны, чтобы остановить стрелка. Я вернулся. Я один. Ты когда-нибудь возвращался в разрушенный опустевший дом? Так. Да. Тогда ты понимаешь, что есть вещи, которые уже не исправить. Кто такой Фауст? Это один из монолитовцев. После того, как исполнитель желаний был... Ну, что там с ним случилось? Его взяли, разрушили. То ли что, я не помню. Короче, все монолитовцы потеряли связь с исполнителем желаний. Ну, с тем прибором, которым управляли ученые монолитовцами. Они как бы это... освободились. И ничего не помнили того, что делали. А зона помнит, так сказать. Все сталкеры вот эти вот как бы помнят, что монолитовцы тут творили. Как бы, ну, их конкретно чудовищами считают. Но среди монолитовцев, вот этих освобожденных, был один такой, который все-таки оставил при себе память. Это Фауст. Он помнит
каково это было, типа, находиться под влиянием исполнителя желаний. И он вместе с одним другим монолитовцем собрали всех своих вот этих вот ребят, освобожденных, и стали называться Полдень. И когда они набрали какое-то определенное количество людей, ну их стало много, Фауст начал толкать речи по типу: исполнитель желаний не разрушен, он еще существует, и типа под его светом заебись, я-то знаю, я помню, вот типа говорит, я держу с ним связь. Собрал вокруг себя других каких-то таких монолитовцев, которые хотели вот типа вспомнить, что, ну каково это, и собрал людей и ушел Фауст. И, видимо, обосновался вот на базе чистого неба. То есть это монолитовцы, которые до сих пор верны исполнителю желаний. И я хуй знает, что хочет сделать этот мудак, но, скорее всего, ничего хорошего. Короче, чисто фанатик. Давай, свободен. Усе. Можеш і ти. На твоєму місці я б туди не ліз. Если бы я был тобой, я бы туда не полез. Но ты полезешь, я знаю. Я таких Я таких упертых уже видел, только у него шрам был через всю морду, а глаза такие же бешеные. Где вас зоны таких только находят? Де вас зона таких відбуває, Шрам. а? Удачі не бажаю, вона тобі не знадобиться. І цей, сподіваюся, більше... Надеюсь, больше не встретимся. Ну, давай, шустрый. Грешно такого молодца убивать. Пускай живет. Какой у тебя топ-5 самых любимых блюд? Картофельное пюре. Ну, прям неравнодушен я к картофельному пюре. Да и вообще картошки в принципе. Да. Торт. Ну как, какой торт? Ну такой, типа... Ну, типа медовый, но с классным кремом. Типа йогуртовый, короче. У меня жена прямо отличные торты делает. То есть бывает иногда там сделать десяток тортов, и мы продаем их. Вот, как бы, ну, умеет. Кондитер она мне прям. Что еще? Острые блюда, в принципе, люблю. Когда жил в Таиланде, как бы, ну, том-ям не то, что его прям любимое блюдо, но так попробовал, типа, остренькое, ну, прикольно, но там довольно достаточно, я бы сказал, типа, грязное блюдо, потому что там панцирь креветок, еще какие-то сраные тростники и там прочее, короче, лежат, и, ну, несъедобных там, типа, вещей много. Поэтому не особо. Но вот рамен, это третье любимое блюдо. Рамен пиздатый, да. Бывал я, типа, в кафешках, типа, где прям японцы готовят рамен. Охуительные. То есть там прям лапшичка, в меру остренькая. Такой прям кусок мяса добренький. Салатика там еще, вот этот вот яичница там лежит. Так, сваренная вкрутую. Ну, прикольно, прикольно, прикольно. Десяток, ну на продажу, да. Десяток тортов там около того. Ну, то есть, какие-нибудь такие деньки. По типу Дня Святого Валентина. Вот на Новый год планируем. Хотя, возможно, не будем, потому что времени не будет на это все. С поправкой на... Не, ну блин, типа вообще десяток, но если что-то не продастся, то да. Тут как бы
И я помогу, и дети помогут с уничтожением остатков. Ну, блин, безумно вкусные торты, ты бы знал. Прям тает во рту. Вот у меня скоро день рождения, в это воскресенье. Жду не дождусь, когда торт смогу покушать. У меня 1 декабря день рождения. Жена что-то прям, ну, готовит. Подарок даже какой-то ищет вроде бы. Вообще. В предвкушении. Предвкушение. А бывает такое, что когда более низкая температура, больше хочется есть. Какие блюда еще лучше всего справляться с холодом? Ну, на холоде прям еду-то не ел я. Ну, типа... А так, просто сидя дома, ну... Обычные блюда. Ну, борщ самый охуенный вариант. Да, борщи, супы, вот вообще, ну, типа, когда, ну, хочется тепла и во время холода, вот оно самое то. Блин. Ах! Глаз. О, тут еще один артефакт, нифига себе. А! Брак. Брак. Ау, 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 ау. Блин, тут полно трупов. Бедняга. Я тела ищу, типа. Может быть, что-то прям ништяковое есть. Ну, вариант, конечно, но, видишь. Легких путей не ищем. Ща, погоди. А как отсюда выбраться? Как будто бы только посюда, да? А я смогу? Как будто бы не? Блин. Да ну, это еще ловушка Джакира. Да, охереть. Ну... Там левее, ниже. Вот там. Как будто да. Да. О, хорошо. Капец. Горячий, мать его, источник.
Что это такое? О, кажись. Это база чистого неба, церковь? Ага, вот чистое небо, да, походу? Через перник звезд. Отключи все маячки на болотах. Ай, блин, пси. О, пси-блокада какая. Да обалдеть! Ёбана-бобана! Ах. Хорошо, что днем напал на меня. Ну, типа, ночью с ним сложнее сражаться. По очевидным причинам. Сволочь вообще практически не видно. Блин, аптечка. Зомбари. Ёб твою мать, их много. Да обалдеть. Нормально. Справился я с ними, конечно, не идеально, но нормально. Так. Кэшбэк. Кэшбэко. Кэшбэко. Бацилла, блин. Да. Гриша подгон. Блин, я подгон, по-моему, не в первый раз убиваю, вот реально. Ну, может быть, тогда у него было имя не Гриша, да, а Саня, может быть. Или Леха. Леха подгон. Димон изверг. Ладно, не будем. Все-таки надо сохранять место. Ага, вот оно как. Ну, двинули. Так. На церкви один из маячков стоит. Просто вырубить его надо.
А я уже не помню, как база чистого неба выглядела. Как будто бы просто какие-то хибары маленькие, ну типа там деревянные сооружения на болоте тупо. Удивительно, что как бы нет каких-то водяных мутантов. Ну как в метро, например. Краб какие-нибудь там. Лобстеры. В метро они меня пугали, блин. Как резко выскочут и, блин. Или подойдут сзади. Треща клешнями. А я же все-таки еще немного, ну, арахнофоб. Насекомые, вот эти вот пауки, прям вообще. Не очень прикольная тема. Тьфу, растворился. Мать твою. Вижу. Кот Баюн, по-моему. Вот он валяется. Все-таки граната прибила его. Но может туда вниз спуститься? Я так подозреваю, есть еще один кот Баюн. Типа. А, нет, было единственное. Получается, он зарычал по скрипту. Ай, да ладно, да за шо? Блин, все-таки перевес, да, решает. А, не, хотя не буду. Автомат этот бестолковый выкинем. Это... О, выносливость как-то пошустрее пошла. Да блин, господи, тут как-то... Ай, дилейма работает, вот это вот все. Задержка какая-то сраная. Не понимаю. Еще. Ну давай. Ну давай. Эй. Не то делаешь. О. Теперь то. Да ну на! Ну серьезно. Блин, может пистолетом надо или без оружия. Может тогда он быстрее начнет разгоняться. Спринт делать. Я нажимаю на спринт, он не спринтует, а спустя секунду это делает. Да, охереть. Кажись, помогло.
Так. А. М. Там подушка. Кто стрелял? О. Блин, разбежались. Ага. Так, посмотрим тут. А вот она. Ага, аккуратненько. Усім співробітникам чистого неба. Ми змушені залишити базу. Точну дату повернення Від'їжджаємо. зараз визначити неможливо. Щоб Ради защиты базы на период отсутствия научного персонала я перенастроил 5 маяков для мониторинга выбросов. для моніторингу. Окрім щитування, Помимо считывания пси-воздействий высшего порядка, их функционал дополнен процедурованием пси-излучения во внешнюю среду. сподіваюся, цього буде Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы сохранить все до нашего прихода. О, привет, что зришь? Здорово, здорово. Рад видеть. О! Так. Кстати, есть что? Не. Так. Аккуратненько спускаемся. Ну, хабар такой. Угу. Ой, блин. Пумбы нападают. Мать вашу. А, блин. Ух, чуть было не... Попався под удар. Чё, как оно, ребят? Как день у вас начинается? Хороший сегодня день. Нормально. Да, вроде даже как-то солнечно. В Якутске сегодня солнечно. Так. Вон те вот катакомбы заценим. Что-то вообще. Только проснулась. А, нормально. О,
Тимон. Охереть. Видимо, склад церкви, да. А, они наверху. Ну, Угу. Блин! У. Так, пожалуй... Вот так вот закроюсь. О, в личном магазине. Слушайте, а неплохой лут. Куда? Вот лежишь? А. Бля. Алло! Тихо! Блять, а у вас что-то много, нет? Как я выжил? Просто. Царь, сука, зверей, блядь. Не, ну видели, блин, вообще. Свинцом дрессирую местную фауну, блин. Учу их этому. К трюку, нахуй. Притвориться мертвым. Или лежать. Сволочи. Капец. Чуть не прикончили меня. Я, по-моему, сейчас где-то 20 кабанов убил. Ну, 15 точно. А то и выше. О, кладбище. А как это? В смысле, тут... А, или... Не понял. Ну, то есть, тут под нами же катакомбы, типа. Как такое может быть? Ну, да ладно. Видимо, могила посвящена молодому таксисту. О, сталкер из Питера, видимо. Да-да-да. Глеб Кипиш. Кощей. Это, видимо, из тот самый, да, Кощей? Я здесь за эту болото стою.
Меня тут все знают. Который вот это тут. Ага. Так, вот сюда нам. Да. Проклятое болото. Чистое небо. А тут все сгорело, смотри. О! Походу сейчас поживимся. Вот пси-излучатель. Так. Пошел отсюда. Блин, хот-доги бегут. Да пошел ты! Нифига ты меня кусаешь. Блин, звук, конечно, глючит. Это медведь. Медведушка. А есть еще лоза. Ну, лоза она такая. Кстати, как она работает? Она метры показывает. Прикол. Собаки гладкие, как сосиски. Лоза новая, да? Блин, как медведь чуть было не зашел, не сгорел. Магма. Огерс. Блин. С этими артефактами меня... растет это. Радиация. Флешка. Что происходит? Я ничего не чувствую. Не відчуваю. Де вони? Скажи мені, де вони? Ти мовчиш. Скажи хоч щось.
Блин, не круто. Собака. Наконец-то. Фу. Monster Energy. Ау. Блин, как же музыка тупит. Пси-собака, да, называется вот эта вот, которая... Псина. Иными словами. Блин, радиация хлещет. Ага. Так, пришли. Бля, да ну нахуй, только не ты, сука. Блин, гондон! Блядь. Да ёб твою мать. Блин, странный контроллер. Ай. Зря я все гранаты на пси-собаку потратил. Вот я бы сейчас от души эту
этого контролера разбомбил, блин. Так. Мать твою. Блин. Дальний бой тут вести не стоит. Ща просто тупо врываюсь и гашу его с дробовика. А может даже с этого попробовать пострелять? Не, хотя он заклинит 100%. Где ты, собака? А-а-а. Где тот сущий выродок? На, тварь. Хуяси. Ё-моё. Що я зробив не так?
Окей. Так, что там говорят? Что я сделал не так? Почему ты покинул меня? Разве я не был твоим голосом? Чем я заслужил молчание? Почему я должен был ждать в темноте без братьев, без цели? Ответь. Прости, я знаю, я не должен сомневаться в тебе, но как мне понять, в чем твоя воля, если я не слышу тебя? Укажи мне путь, дай знать, что я не один. Тебе не чую. Скажи мені шлях. Дай знати, що я не сам. Че, он все-таки утратил, да, связь, походу? Лашпед. Врет, значит. Что связь с исполнительным желанием держит. Врет. А, господи. А, интерес. Так, понятно. Всё. Двигаем. Двигаем отсюда. Отседова. Так, а как бы пойти? Как будто посюда. Ну да, вполне себе можно. Так, ревизию проводим. Ладно, дай-ка истрачу эти патроны. Все-таки так как-то надежнее будет. Блин, ну и болото. Здоровенное, блин. А тут никаких угроз нету, да?
Или все-таки аномалии какие-то? Ха! Танк тут. Как он сюда попал? Уж танк-то в болоте должен был утонуть, мне кажется. У него незнакомое имя, бродяга, но он наш. Это ты направил его ко мне? Я знаю. Он говорит, наши братья разбросаны по всей зоне, потерянные, не помнящие себя. Говорит, он и сам раньше не знал, кто он. Теперь это все не важно. С бродягой мы найдем остальных и поможем им вспомнить. А потом мы, что бы то ни заставило тебя умолкнуть, вместе мы найдем причину и все исправим, обещаю. Вон. Опа. Да блин. Пружина. О. Блин, да ёб твою мать! Выверт сраный. Это же выверт, да? Блин. Я вижу эту аномалию, она мне, по-моему, больше всех убивала. О, вес средний. Восемьдесят восемь. О. О, блядь. Да блин. Охуеть вас много. Все?
Нормально. А вот и чистое небо. Пришли. Для кого-то это home sweet home. А, ну еще не пришли, но близко. Вон он, кажется. Ой, трещит, трещит. Блин. Ничего интересного я не увидел. Ё-моё. Порезался. Блядь, это кто? Нихуя себе! Блин, стрёмный какой-то мудак. Блять, а как нахуй? Ебать. Какое-то существо с двумя башками. Нихера себе. Стрёмный. Бля. Пиздец. Он вообще охуевший кровотек ставит. Ну, кажись, с ним только
помощи этого. Бля. Блять. Да блять, в смысле ты, блять? Я нажал, блять, он воткнул, но не полечился. Как это работает, блять? Бля, заебало этот аномалия ебучая. Охуеть, охуеть. Эта аномалия останавливает мои патроны. Да бля! Давай быстро. Охуеть. Мне не хватает хп, блин, и, ну, когда я лечусь этой красной. Сука. Ну, я вроде нажимал на Е, но, блять, по факту нажал на Q. Да блять, а как ваншотает-то, блин, мне ж фулл хп было, или я успел коцнуться от чего-то? Неужели меня аномалия цепляет, я не понимаю. Или я не фулл хп, блин. Да пизда-то нахуй. Хотя я жив. Но ненадолго. Хотя я еще жив, ничего себе. Пизда. Нахуй! О, я живой! Да блять! Вообще пиздец. Не дает мне встать и так далее. Уронил на землю. Все. Бэм-бэм-бэм. И нет меня нахуй. Блять, охуительно я потратил время анимации. Ну перезарядись, молю тебя, нахуй. Пиздец. Какой же он охуеть душный, этот Химерыч.
Да ебать, ну дай хоть что-нибудь поделать, ебать. Пиздец, я... Выброс? Серьезно, блядь? Пиздец. Тут еще и выброс на меня летит. Привет, Пивпивыч. Охуеть, еще и выброс. Так, ладно, давай подумаем. Вот здесь повоюем. Пошел нахуй, бля, где я стою, а где ты меня ударил, блядь? Пипец, блядь. Блин, может я до той хаты смогу добежать? А как жить, блядь? Просто, ну как нахуй? Я вот во время вкалывания стимуляторов, блядь, не живу нахуй, не двигаюсь вообще, блядь. Он у меня встает на месте просто. По вене, блядь, типа боится не попасть или что нахуй? Типа, в чем прикол? Пиздатое сохранение, нахуй. Бля, ну и мудила, блядь. Сука, даже перезарядиться нахуй не дает. Сукин сын. Ща, погоди. Может тут его как-то размансую. Рядом с домом. Да ты заебешь нахуй. Да пошел нахуй, блядь. Пиздец, сука, ебаный рот. О, все, пизда ему. Бля, ебанись, как много урона в него надо. Я еще бронебойными бью.
Да умри, заебал! Не, ну, блядь, разрабы, вы в порядке, нахуй, блядь? Пиздец. Это вообще ненормально было сейчас. Охуеть. О, это что такое, бля? It's not okay, блядь. Как говорится. Все патроны на G36. 2 обоймы. Нет, 3 обоймы, нахуй, на дробовике жаканами я бил. Пиздос. И 1 обойма картечью. Это вообще пиздец. У него, по-моему, больше жизни, типа, чем у псевдогиганта. Что это вообще было, блин? Вообще. А. Опа. Балан. Нихера. О, нормально. Кто их так убил? Химера это, наверное, да? Были бы монолитовцы, я бы видел хотя бы трупы. С обеих сторон. А тут прям что-то все в одни ворота сражение шло. Леха нерв. Не, это кто-то таки был. Бандюганы. Хотя я не думаю, что прям бандиты. Наверное. Зомбированные. Блин, подозрение мне такое, что, ну, место какое-то мега непростое.
Я что-то явно упускаю. Странное большое количество мертвых людей. Может быть, тут что-то есть? Все вот такие. Палмер. О, я близко к чему-то. Артефакт. Не зря я шел сюда. Так, артефакт. Гулящий. Плазма. Артефакт встречается в зоне нечасто, образуется аномалия. На черных рынках большой земли за сплавом охотятся скупщики из военных концернов. М. Пиздец. Ах, какая сука. И ведь непонятно, кто это делает. Я вот давненько понять пытаюсь, что это за хуйня вообще. Но так и не нашел, не увидел ни разу источника этого говна. Это аж 2 раза. О, повезло, повезло. Пиздец. Я не понимаю. Может быть, надо типа в приседе идти? Вот в этом доме, наверное, что-то есть. Вот прям. Что-то сверхъестественное. А, то есть это зона такая. Охуеть.
Здорово, Гудзон. Привет. Я ебал, он дремал. Короче, в этот дом не войти. То ли что. Блин, мега уродского мутанта тут убили недавно. Крепкий пиздец. Я в него 4 обоймы из автомата всадил. Потом еще по одну обойму картечью и 3 обоймы жаканом из дробовика. Вообще пиздец. Какая-то хуйня новая. Новый мутант как будто бы. Но в сталкере обычно я такого не помню. У него 2 головы еще. И двигается как, сука, не знаю, лев какой-нибудь. Вот если быстро забегать, может быть. Может быть, если быстро. Сейчас быренько-быренько. Блин, нихуя тут нет. Ну, в этом доме, по крайней мере. Чисто в лицо. Ну там, блядь, должен быть просто мега супер мощный лут. Бля, ну и пиздец. Серьезно? И все? Охуеть. Бля, вот же разрабам жалко было. Ну серьезно. И как выбираться? Бля. О, тут труп. Вася Кардан. Ловкач. Тут радиация. Ой, все убивает. Все сраное, блядь, болото.
Даже шанса не было. Моментальный хлопок в теле, бля. Ух. Удалось. Блин. Просто рандомная собака прибегает. Пройти через запутанную хижину. Запутанная. На базу чистого неба. Вертолета. Так. Угу, да. Окей. Там вертолет еще. Сейчас вертолет проверим и сразу туда. Из Трайхардер. Здорово, здорово, здорово. Чё? Нифига себе.
Опасненько, опасненько. Кого я поймал? Что это за покемон? Пиздец. Как настроение? Да нормально, нормально, хорошо. Вот, в сталкере балдею. Сейчас вот находимся на болотах в локации чистого неба. Сейчас должны войти в базу чистого неба. Как сталкер? Я вот что-то успел пару часиков поиграть. И как-то ни туда, ни сюда впечатление о нем. Ну я хз. На вас так сильно вот это вот мнение, ну, народа, как бы это влияет. Я вот иногда понять не могу. Ну, в том плане, что как будто вы боитесь, что, ну, оскорбите отношения, ну, точнее, чуваков, вот, базированных вот этих вот слонов наших, типа. Патриотов России. То ли еще что. Вот все стараются максимально нейтрально, типа, говорить об этой игре. Меня вот это вот удивляет. Ну, то есть, те, кто вот, ну, играют, да, и в эту игру, они такие, типа, ну, блин, ну, что ты там так себе и так далее. Или говорят сразу же в другую сторону, типа, вот, ну, блин, полное говно, не оптимизированное и так далее. Блин, ну, на самом деле я, ну, уже 6-й день играю, и как бы игра вылетала всего 2 раза. Наставил всяких разных модов. И да вообще как будто бы не тормозит. Разве что бывают тормоза во время выброса, точнее после выброса в некоторых начальных локациях. И каких-то в особых моментах. И все, но они очень редкие. А, еще вот база Икара, там где вартовцы сидят, она тоже там багованная. Почему-то идиоты на разрабе взяли, въебали 2 разные текстуры в стены дома. И они типа определиться не могут, какой должен появляться на стене, поэтому там мигание постоянно происходит. Но в целом я говорю, что игра охуенная. И как бы труд, ну, я уважаю, но самих разработчиков за их те или иные высказывания, плюс когда они в крысу поставили трек в игру, вот это вот, блядь, я нахуй, ну, конкретно осуждаю и, блядь, вот за это их презираю. А так, если накатить вот моды, чтобы убрать радио украинское и заребалансировать игру, чтобы в нем хоть как-то можно было существовать нормально, то зашибись, нормально. Не-не, мое впечатление вообще с этим не связано. У Сталкера свои плюсы и минусы, но из-за общего впечатления могу сказать, что прям как Шик или Калыч. Визуально мне нравятся мутанты, и нас тоже интерфейс мне вообще не понравился. По управлению как-то ватно-топорный. И вот из всех впечатлений я не могу сказать, что Сталкер охуенный или говнище. Не, ну как по мне, прикольный, хороший. Ну, то есть, я как бы играл все части Сталкера. Ну, то есть, как бы тут, понимаешь, что на любителя дело. Бродяга таки нічого не Бля, я так и ничего не понял. Я не смог заставить его понять. Какая потеря, когда-то я думал, что он выведет меня из болота. А он завел туда остальных. 10 лет мои братья следуют в темноте с заблудшим пастырем. мої брати слідують у темряві за пастирем, що заблукав. Я
Я увижу своих братьев из темноты. Я освобожу тебя от власти глупцов. Наконец-то я снова услышу твой голос, Монолит. Сам кто ждал сталкер, но из-за мелких минусов и строится общая картина. Но я как бы не особо придирчивый человек. То есть, ну, какие мелкие минусы. 1 или 2 раза игра вылетела. Ну, окей. Что еще? Тормозила пару раз. Ну, ладно, типа. Баланс был говно. Но это исправимо. Взял, поставил модов. И причем ставится не очень легко. Вот эта вот негативная новость про радио, которое прозвучало с треком. И сразу въебал свое радио в эту игру. Заебывала экран смерти с кровососом. Поменял экран смерти с кровососом. Там теперь смеющаяся кошка, которая издевается надо мной. Добавил возможность продавать сломанное оружие. Ну, там такой комплексный мод поставил. Хардкор мод называется. Он ребалансирует мутантов. Ну, их делает быстрее, смертоноснее. Плюс экономику подправляет, чтобы хоть как-то было играбельно. И награды за квест становятся побольше. И все, вообще играбельно. Нормально. То есть я себе сделал тот сталкер, который, ну, мне нравится. Изначально же он по ваниле, когда она была вот, ну, было нормально. Визуально мне понравился, там прочее. Видно, что разработчики старались и прям конкретно жестко въебываются, делая анимации всякие разные. Ты заметил такую хуйню? Типа в катсценах там прочее, там они всяко разно двигаются, там типа то так, то сяк. Например, в драке с припоем, там как это вот хореография драки поставлена забавно. Как ты базаришь с Рихтером, типа на кране, он решает пройтись там. Когда ты базаришь с вартовцами в Терриконе, блять, он берет и разбирает автомат, потом ты его, сука, собираешь. Нормально, типа, сделано. То есть они прям конкретно по анимациям движений персонажа, ну, жестко выебнулись, очень жестко. Да, хорошо сделали. По визуалу есть моменты, но они тоже исправимы. То есть я вкатил кое-какие, типа, настройки, чтоб, ну, нормально игралось. Кстати, эти настройки можешь найти у меня в телеграм-канале. Ты просто берешь их и вставляешь в файл и не файл. То есть там настройки типа этого engine, видимо, этого движка игры Unreal. Так, что еще? Квесты, события в карте по мере путешествия довольно-таки забавные, интересные происходят. Очень хорошие. То есть ты идешь такой на хабар, там, и с тобой происходит маленькое, типа, приключение. Ты такой заходишь к хабарчику, а там еще и артефакты, вот там внутри пещеры до хера всяких разных аномалий. Ты кое-как проходишь, там, прочее. А потом понимаешь, что это была ловушка, когда у выхода прям встает контроллер и начинает тебе ебать прям мозга твои, там, ебешься с ним и так далее. Или другая какая-нибудь история. Идешь, смотришь, там, типа, какой-то объект, чистишь его от монстров, какие-то хабарчики этого шлутаешь, и вдруг замечаешь дверь, короче, с кодовым замком, типа, ёпта, а где код искать? Ага. На следующий день прохождения
Мне как раз таки на той территории надо было один хабар найти, который я не находил. Пошел к нему, там надо было на возвышенность подняться. Поднялся на возвышенность и смотрю, осматриваю эту территорию. Я такой вижу, блядь, на крыше одного маленького, ну, типа этого пристроя, там, короче, цифра 4, типа, мелом нарисована. Я такой, чё, блядь, осматриваюсь, еще смотрю, там, 2, 6, 8, типа. Охуеть, а вот и код, нахуй. И пошел туда, короче, и открыл дверь. И там, короче, топовая бронька. Ну, короче, прикольно довольно-таки местами. Еще был один такой момент на миссии, когда тебе надо достать кондуктор. Ну, квест. Там одна база монолитовцев есть, но их там конкретно зомбировали. Контроллер завелся у них. Контролер в подвале. И он всеми управлял. Но двое выжили и не обрисовали ситуацию. И, короче, суть какая. Там все делаешь, там прочее. Тебе дают код от двери там какой-то. Ты его каким-то образом получаешь. Лутаешь там приколы. Но потом ты держишь у себя в голове, ну, когда ты исследовал эту территорию. Там была еще одна дверь, типа, с кодовым замком. Но код к нему не подходит, который ты нашел. И такой, блядь, думаешь, ага, окей. Осматриваемся, смотрим. И там, получается, вот она. Да, вот это вот. Вот это вот строение тут есть. И там вот выходишь, смотришь, тут вот автобус стоит. И на нем так мелом нарисовано, типа глаз, то ли треугольник какой-то. Я такой, ага, интересно, захожу в него в автобус. А там на сидушках, блядь, цифры нарисованы. Дохуя цифр, типа на сидушках. О, черт, ничего себе, интересно, короче. И тут токарь такой, один зритель подсказывает мне. Блин, давай посмотрим, что в хибаре в доме. Смотрим, а там кинопленка лежит. Ну, пленка. Мы такие, ага, окей, давай вернемся к автобусу. Возвращаемся к автобусу. Смотрим на сиденье. И заприметили те сиденья, на которых лежат кинопленки, понял? Смотрим на их спинку стулов и эти цифры записываем, и все, получили код. Типа 7411, и все. Дверь открылась. Тут всяких таких приколов очень много. Типа, ну ладно это, типа, да? И всякие разные, типа, сайд-квесты попадаются. Типа, стоит чел в окружении аномалий, не может выбраться. Или стоит там, точнее, заперся чувачок там в какой-то комнате, его зажали эти мутанты. Или попадаешься на какие-то этих сталкеров-новичков, которые выполняли какое-то задание, но они решили выебнуться и разделиться. Типа, один пойдет туда, один пойдет сюда. Типа, комплексное задание решили, типа, по-быстрому выполнить. Но в итоге, короче, там все не очень хорошо для них закончилось. И так далее. Тут, ну, в порядке игра, вообще в порядке. Но просто надо абстрагироваться именно от того, что это, ну, кто эту игру делал и так далее. То есть чисто наслаждаться самим сталкером, самой игрой. Я так и делаю. Мне прикольно. И когда ставлю всякие разные моды, они, ну, как бы еще более игру прелестно делают. Так, я тоже сейчас играл во всякие моды. У меня сложилось завышенное впечатление Stalker 2, которое оправдало, ну, отчасти. И поэтому у меня амбивалентное отношение ни туда, ни сюда. Минусы даже не про оптимизацию, потому что и так понимаю, что патч надо ждать. Скорее минусы в плане интерфейса, управления и подобного. Заметил, что все эти мелочи приятные, но подходить в упор к NPC, чуть ли не заглядывая ему в рот, чтобы поговорить с ним, в итоге внешне анимации хуй да нихуя не увидишь. Карта мне понравилась, особенно идея с вопросом, как в Ведьмаке, но да, на таких событиях не существует живой меры. Конечно, я практически не видел патрулирующих NPC, как просто читят на такие микро истории на локациях, только добавляет антураж. Ну, лично мое мнение такое, что в игре больше плюсов, чем минусов. И если тебя, например, бесит какая-то, ну, точнее, вот хуйня, которая... Ну, у них сломанный Alive, то есть не такой, как в первом Сталкере.
Life это типа симулятор действия вот этих вот NPC, типа патрули, вот случайное нападение, появление мутантов. Я эту хуйню модом исправил. Теперь Alive у меня... Ну, это не Alive, но он берет и, по крайней мере, респаун бандитов, вот этих вот мобьев всякое, чтобы оно у меня не за спиной появлялось. Оно где-то вдалеке где-нибудь там появится. И это, ну, нормально. По крайней мере, выглядит так, что, ну, случилась какая-то случайная встреча. И это, ну, восприятие прям очень хорошо. Как бы это в плюс идет. То есть, если бы у меня ванильная вот эта вот хуйня стояла бы, ну, к примеру, я тут, сука, в этом нахожусь, как называется, на базе чистого неба, куда, по сути, вообще нереально попасть. Вот тут вот, блядь, я уверен, бандиты появились, вот нихуя просто, мне кажется. Здорово. Но это вообще не канонично. Ну ты ж, получается, убрал особенность игры. Аномалии. Да схуяли, не. Первый сталкер тоже так же модами исправляли. Чтобы он, ну, не был калом. Чтобы нормально как-то игрался. Всякие Lost Alpha, аномалии, там очень много всяких разных прикольных этих модов. И тут то же самое. Нет, то есть конкретно такой же подход ко второму сталкеру. То есть по ванильной версии у него, ну, баланс совершенно сломанный, неиграбельный, конченый. Вот нахуя вообще, ну типа. Как будто бы они просто, ну, на TBS вкинули то, что, ну, было. И, то есть не балансировали, не тестили игру в плане цифр и адекватности вот игры. То есть игрового опыта, чтобы как-то нормально там происходило это все. Это все исправимо. Даже, типа, знаешь, как-то забалансили так вот в этом моде, хардкор моде, что у меня, считай, все мутанты шустрые, пиздец и опасные, смертоносные. Но при этом еще экономика, она, ну, стала более такой, не то чтобы щадящей, она даже наоборот хуже, по-моему, чутка, но по крайней мере у тебя появляется, сука, смысл искать артефакты. То есть артефакты теперь, ну, хоть что-то стоят. Квесты теперь тоже что-то стоят. В оригинале выполнение квестов, но это просто чушь ебаная. В плане того, что ты один квест выполнишь, тебе дадут 350 купонов. Ну, дай бог, тебе дадут 1000, типа. Пиздец. А вот в этой теме она сделана поадекватнее. То есть вместо вот этих вот грошей, ну, то есть тебе дадут там, ну, 3500. За самый, ну, одних сложных комплексных 6500. Может и выше там есть награда. Но пока вот такие вот встречал. То есть максимальная награда, что я получал, это было 6500, к примеру. Да, да, ну... Но вот смотри, теперь же у меня вот по этому моду, он у меня давно стоит, я его вообще даже не думаю менять. Вот, к примеру, обычные патроны, они, блядь, буквально ничего не стоят. 0 ценности они представляют собой. Всякие разные пушки тоже в цене упали при продаже и так далее. Но, опять же, тут как-то так, ну, не то чтобы прям идеально или хорошо, но это, по крайней мере, играбельно. Мне прям имеет большой смысл лутать, искать артефакты. Это прям большой азарт мне дает. То есть я куда больше мотивирован на исследования и поиски. А поиски хабара и там прочее тоже интересно, так как сама игра, она построена именно таким образом, что ты в том или ином хабаре можешь попасть в какую-то ситуацию. Можешь найти особенный предмет, то есть особенную пушку, именную какую-нибудь. То есть таким образом я нашел, ну, к примеру, этот дробовик, он не то чтобы именной, но он, сука, особенный. В том плане, что у него несъемный увеличенный магазин. Типа он сам уже такой довольно-таки интересный, мощный. Находил эмочку 416
СОП мод называется, с глушителем сразу же, с увеличенным магазином, там что-то было, и с коллиматором там. То есть это все просто находится на хабарчиках всяких раз. Или вот, к примеру, вот это вот комбинезон СЕВАД. Я эту на крыше пристройки нашел, или где, я точно не помню. Или путаю. Короче, в максимально рандомном месте тоже находил. Охуенная броня, которая мне дает пси-защиту. То есть она такая прям. Вместо того, чтобы ходить в комбинезоне ученого, это вот хоть какая-то такая версия забронированная такая, типа. Уже прям годная. И она, что хорошо, меня вот, что меня безумно обрадовало, у него 3 ячейки под артефакт. 3 ячейки. Это прям большой плюс. То есть мотивация играть, и веселье, и фан есть. Когда ты исправляешь игру модами. То есть суть понятна. Мне кажется, самим разработчикам, ну, реально, в какой-то момент они отношение к созданию игры поменяли совершенно. Так, застроен воинами. Найден с камнем на шее, говорит Фауст. Сброшен с обрыва, операция Монолит. Живий, але втрачений. Розтерзаний псами. Повешен, разорван псами, убит. Зниклий. Прип'ять. Вбитий. Ага, давай, изи трайхард, давай. Дикий острів зниклий. Дикий остров. Немає інформації. Че он делает? Застрелений вільно. Загиблий в аномалії. Виявлений з каменем на шиї. Найден с камнем на шее. Кинутий зі скелі. Розтерзаний псами. Нихуя себе. Операція Моноліт. Повісили. Живий, але втрачений. Почекай, Дай мне всего минуту. і я віддам тобі И, все. Скиф, и сканер твой. Я маю Мне нужно попрощаться. попрощатися. З нашим величним С минулим. великим прошлым, когда мы даже, будучи врагами, были частью одной идеи. Об'єднані вірою в одну ідею. Для вас исполнитель желаний, для нас монолит. Для нас це моноліт. Він говорив багатьма. Он говорил множеством языков, но каждый слышал только тот, который мог понять. Десятилетие тишины не принесло ни покаяния, ни прощения. Между нами осталась только ненависть. Без шансів. Десятиліття мовчання між нами лиш ненависть. Хм. Моноліт. Монолит покинул нас, чтобы мы поняли. Що бути живим Быть живым не значит быть счастливым. не А означає остальное не важно. бути щасливим. Усе інше не має значення. Сучара, бля. Ну чё ты скуф нахуй? Выстрелил бы в него. А? Не понял. Глюкандоз, что ли, был? Целый. Подожди-ка, блядь, а я его пистолет взял, что ли? Да, нихуя себе. Ложная слепота. О, а он такой прям четкий, да? Блин, у меня есть глушитель для него, по идее. Ох, нихуя себе. Да, слушай. Запись сеансов связи. Геркулес. Так. Так. Сообщение от 3 сентября 2011. ВД. Отвечая на предыдущий вопрос по состоянию на сентябрь 2011 года. Аномальная энергия, поступающая из ноосферы, все еще нестабильна. Так называемые выбросы, результаты этих флуктуаций. Продолжайте наблюдение и сбор данных. Каланча принято. Продолжаем наблюдение. Сообщение от 10 сентября 2011. Для обеспечения функционирования плана Клинок вам необходимо принять меры в группировку агента АНШ-017. Обеспечить за ним наблюдение. В случае обнаружения стабильной работы
его нейропрограммы. Нужно мотивировать агента на поиск и ликвидацию сталкера АЛС-013. Принято. Наблюдение будет установлено. Лебедев. Это типа приказы по убийству стрелка, что ли, типа? Ну, понятно. Не, ну пушка досталась мне достойная, прям. Да, отсылочка. Но они прямо этой игрой еще хорошенько так расширяют, отвечают на те или иные вопросы, которые были вообще. По сталкеру. То есть прям это добротный, хороший сталкер. На самом деле. Разбитый сканер. Я иду к свету. Ох, бля. Идти теперь. Миллион лет. Так. Ебать, он тяжелый. Но вот... Короче, я прям, ну, в меру, короче, этими модами поэтому. Есть такие моды, которые вообще делают игру изишной. То есть они делают, знаешь, какую тему? Они убирают вес у квестовых предметов. С одной стороны, казалось бы, типа, да, логично, типа, это было в других играх, то есть это, ну, в РПГ такая тема. Но тут все-таки хочется немного, типа, ну, удариться в реализм, так сказать. Прям, ну, по ебанутому, так сказать. Поэтому я такой думаю, да, бля, не, ну, какая-то херня. Уж лучше я, ну, оставлю это дело. То есть там, ну, в меру надо, короче, смотреть такие вещи. Что ставить, что не ставить. То есть слишком делать игру легкой тоже такое себе прям. ТП нету. Игра достаточно в этом плане хардкорная. Ну, я думаю, что зумерки эту игру не вытерпят. Я думаю, мало кто пройдет эту игру до конца. Именно вот по этой причине. Ну и по другим причинам тоже, но именно то, что вот игра она такая, ну, не сильно-то балует и доброжелательно к игроку. Как бы да. ТП он тут как бы есть, но он такой, как бы сказать, он бывает в некоторых местах, и то не всегда. Это тебе надо найти проводника. То есть в некоторых безопасных зонах есть проводники. Например, в деревне новичков, там где Сидорович сидит, там, ну, проводником сидит волк. Еще где-то вот в Тариконе там какой-то хер и так далее. Там всякие разные там персонажи являются проводниками. Ты к ним подходишь, они тебя за какую-то сумму проводят до той или иной точки. То есть это имеет очень большой смысл, если ты хочешь сохранить, сэкономить себе, ну, реальное время. Иногда тут путешествия между этими местами ебал-дремал. Но тем не менее, скучными эти путешествия точно не назовешь. Ну, по крайней мере, я так посчитал. Ну, потому что я все время исследую точки интересов и так далее. Я пиздец медленно прохожу эту игру.
Хабарчики исследуем. Артефакты ищу. Вот так вот. И живу. Оу. Нифига себе. Любопытно. Что я еще поставил? Какой мод? Более длинные дни. То есть время, оно приближено более-менее к реальному. То есть вот сейчас 10 утра. И минуты они, вот видишь, как медленно идут. Вот. И по ощущениям это намного лучше, чем ваниль. В ваниле день длится, но очень коротко, и ночь такая тоже, типа, просто фук-фук-фук-фук, меняется очень быстро. Ебанешься просто. По ощущениям вообще пиздец какой-то. Потихоньку собираю себе идеальный сталкер. Артефакты. Ох, колючка. Но слабая радиозащита. Ну, чё бы нет. Надо бы броню улучшить, чтобы радиозащита повыше была. И тогда смогу какой-нибудь артефакт поставить хороший. Ну, по типу... Там, не знаю... на увеличение переносимого веса дополнительно. Было бы славно. О, трупы, ничего себе. Много причем. О, аномально, аномально. Понял. Надо разогнаться и прыгнуть. Так, на всякий случай Геркулес еще выпью. Нормально. Все. Так, вот тут я не был, как будто бы, слушай. Ой. Кто-то еще в воде есть. Да. Атмосферка в игре, конечно. Я вот думал еще, знаешь, о чем?
Вот чё ж этой игре не добавили аудиоплеера или типа того? Вот, к примеру, этот Рихтер, есть такой персонаж. Он, сука, с наушниками ходит и с аудиоплеером. Но потом я такой, блин, а атмосферку, наверное, похерило бы, да? Такой подумал. Скорее всего, так и было. Понимаю. Я туда не ногой. Хотя, погоди, я тут не был, да? Я все-таки был рыбацкий хутор. Не, был. Нахуй. А вот на этой вышке как будто бы нет. Да. О, блядь! Откуда это у меня взялось вообще? Что тут стало оживленно? Нихера их много. Но мне говорят, типа, на постреляй из этого. Ладно, он в принципе стабильный должен быть, так что давайте зажмем. Ага. Так, музыку тут сраную вырублю. А то она будет сейчас глючить. Я чуть не охерел, он типа вот поднялся. Подумал. Так. Простой исход, да? Самый что ни на есть обыкновенный. Я из него редко. О! Так. Пока тут сидел, увидел, как плоть разорвала в карусели. Не забывай смотреть под ноги, дружище, и да все. И да, я все еще впереди тебя. Это он мне? Или кто? Чоу. Нифига себе, отсюда прям все видно. Дверь открыта. Так, Геркулес выпил.
Ничего. Ах. Блин, что-то вас многовато, не? А, блин. Окей. О. Нормально. Кто это стонет? О, а это что такое? Ага, понял. Ага. Так. Ой, что это? Машина еще-то. А, это что, отсылка, что ли? Гарри Поттер? Очень похоже. Там такой же дом был. Тьфу ты, такое же дерево было. Типа какая-то ива была. Вот они на летающем этой машине приезжали. Тайная комната. В тайной комнате это, по-моему, было. Да. Прикольно. О, тут еще одно такое дерево. Интересно. Не зря, не зря.
Так. Если ты собираешься в час, зайди на лесничество. Мы хотим с тобой поговорить. Ми? Я и Шрам. У нас есть новости. Это очень важно. Ёб твою мать. Эй, сталкер, погодь. Подойди на пару сек. О, прикольно. Чё? Мужик, постой, мне кажется, или ты реально на болото был? Тут даже дороги нет. Як бачиш, Как видишь, есть. Тебе как-то удалось. Шустрый помог. життя припре не туди. Ну, жизнь заставит и не туда пойдешь. Шустрый Шустрий подсказал, как підказав, там як выжить. там вижити. Проводник, да, знает, ну. Но Даша, он туда не водил. І мене не повів. И меня не повел. Але дещо Но розказав. кое о чем рассказал. Во, дела, мужики, выходят на чистое небо, можно забраться. А что там? Ну, в плане хабара. Ну, я хз. По-моему, ничего не было. Пусто? Пусто там. Гнилые домышки, мерзость мерзота всякая. всіляка. Гиблое место. Згубне місце. Ага, конечно. Так я тебе поверил. Ну ладно. Давай так, расскажешь, как пройти на чистое небо, разъемся с миром. Как тебе предложение? Угрожаешь? А мне что с того? Маю іншу Есть другой пропозицію. предложение. Могу продать дорогу. Можу продати дорогу. Идеально. Сейчас, правда, нет ничего с собой. Послушай. А если артефакты? Мы тут собрали кое-чего. Возьмешь? О, давай. Гаразд. Ладно. Кто я такой, чтобы Ти, мешать що вам заважав помереть? померти, Раз якщо так так хочется. захотіло. От тлеющего хутора есть Стежка тропинка. від зотлілого Мод скинул хутора. тебе на КПК. Лови скинув тобі на КПК. Вот теперь будет настоящий хабар. Ну все. Ну теперь заживем, айда покумекаем, какая снаряга нужна и как идти будем. А, еще один класс дали. Не жильцы. Помрут бедняги. Болото у чистого неба все-таки пиздец агрессивны. Животных этих странных много. Химера эта сраная напала на меня. Хотя я после себя там, так сказать, почистил, как будто бы... Ну, аномалии их могут прикончить, конечно.
О! Блять. Как же я походу жестко простудился. Чихаю. Сегодня какой-то чехоточный день. Ой, снорки, бля. А, только жиканы и остались. Отходы. Блин. Понятно. Вижу вольного. За спиной странное устройство. Да и воли есть простых. Проходи, Скиф. Мы тебя ждали. Мы тебя чекопали. Чекопай. Блин. Фу. Да ладно. Зашибись. Ну, такое ощущение, что либо в окно, либо сюда. Видать, в окно надо было.
Арухан! Спит, что ли? Так, ну давай в это окно целимся. А тут же ничего нет, да, больше? Ну какой смысл был мне сюда это вот, не понимаю. Блин, это за что? Это что, максимально бессмысленная крыша? А чё, я мог реально в окно прыгнуть? Да не. О, свободовцы. О, да неужели? Какая-то, ну, типа, вроде бы безопасная зона. Давай одразу до справи. Справу зроблено. Бувай здоровий. Здоровый. Знаешь, что делает сталкера сталкером? Любопытство. Я же говорил, что он придет. Я ж казав, що він прийде. Ти багато Ты много чего говорил. І И еще більше больше не молчал. Спасибо, что пришел, Скиф. Дякую, що прийшов, Скіфе. Вы работаете вместе? Не чекав вас побачити вдвох. Працюєте разом. Шрам завжди був готовий допомогти. Шрам всегда был готов помочь, но никогда не рассказывал зачем. Зачем же простить хороший сюрприз? Навіщо руйнувати гарний сюрприз? Гарный? Про що ти хотів О поговорити? чем ты хотел поговорить? Я Я узнал, что Варта що перевезла Варта из ЧАЭС в Нечас перевезла тот з самый ЧАЕС исполнитель в желаний. Нечас той самий Ебать. Так виконавець он не уничтожен? Есть? Моноліт. Монолит.
Это слишком опасная игрушка даже для Далина. Особенно для Далина. Особливо для Даліна. Постраждає. Сама зона может пострадать, и тогда темная может затмить все то светлое, что еще осталось. І тоді мрак закутає усе світло, яке ще лишилося. Я знайшов Фауста. Я нашел Фауста. Перед тем, как Перед исчезнуть, он тоже зникненням говорил теж об казав про исполнителе желаний. виконавець бажань. Значить, Значит, и он в этом він замешан. теж до цього причетний. Прошлое никогда не отпустит, да? Він ніколи нас не відпустить. Так? Почему ты в этом замешан? Бродяга хоче дізнатись, що задумав Фауст. Я разобрался со розібрався сканом. зі сканером. Какая тебе от А этого тобі польза? якась з цього користь. Вот и бродяга мне и не верит. А я вот и уже говорил, что просто люблю помогать людям. Зона — это хрупкий баланс между темным и светлым всего человечества. Монолит нарушил его однажды. Нарушит и еще раз. Такі до того ж, К тому же все, что вредит Варте, в моих интересах. Мы все делаем что нужно. И мы рискуем жизнью за то, во что верим. Иначе никак. що віримо. Скиф, иначе мы просто зомби. Фауст планировал что-то с Ничазом. По-вашому, Фауст... Якщо Если сложить дважды два, и даже в зоне, скорее всего, получишь 4. Якщо установка Если установка монолита в Ничазе, как уверяет Шрам, то все, что делает Фауст, для того, чтобы проникнуть в институт. Далее никогда не считал щеп, когда рубил лес для храма науки. Если исполнитель желания разработает снова, Ні. нет, я этого не допущу. Напомни про исполнитель желаний. Ну-ка еще, да, послушай. Нагадаю, що так... Злочин. Преступление. Установка, которая использовалась для защиты центра зоны. Раньше она стояла в саркофаге ЧАЭС и привлекала к себе сталкеров. Общее исполнение их желаний. Обещая исполнение их желаний. сталкерів, обіцяючи виконати їхні будь-які бажання. Виконавець. Исполнитель и монолит сводил людей с ума, а тем, кто зупинив выжил, розуму. затем промывал Тим, мозги, хто вижив, чтобы сделать монолитовцами. промивали мізки та перетворювали на монолітівців. Чуєш? Мне всегда было интересно, что ты загадал, когда добрался до него? Мені завжди Бродяга. було цікаво, що ти загадав, коли дістався неї. Погоди-ка. Стрелок же все-таки дошел до исполнителя желаний. То есть, какой этот... какая концовка каноничной будет? То есть, он его вырубил? Или как? Что там вообще? Не понимаю. Чого ви хочете від мене? Так, от меня что хотите? Бачу, Я верю, что ты нашел, что искал, и найдешь еще больше. В самом темном месте зоны, построенном из самых светлых в намерений. найтемнішому місці зони, побудованому. Зі сканером Но со сканером тебя всередину пустят Діча. внутрь Ничаза. Ты сможешь проверить, правда ли это проклятая установка там. А я візьму Я возьму за- отряд и направлюсь к институту. Нам нужна твоя помощь, Скиф. Полдень, вся зона может пострадать. Іноді Порой плохие люди делают хороший выбор. Я верю, что ты не ошибешься. Шам, Варта, много, толпа. все ж Коршунов знає, що робить. Все же Коршунов знает, что делает. Вызывает некое уважение. Встретишь наших гостей, Скиф? Нам с бродягой нужно покинуть место. Блядь. Ну, заебись. А как мне выйти, блядь? Меня заперли? Прикольно. Я не могу выйти. Что, закончилось? Блин, нет. Это софлок или как?
Ай, ладно. Надо грузиться. Хотя на самом деле надо бы закончить. Сейчас надо уходить. Все ж Коршунов, знаєш. Я просто, пожалуй, пойду отсюда. Малое зло, большее зло. Уж лучше выбирать, не выбирать вовсе, так сказать. Я и забыл про эту ёбаную проволоку. Гей, Скіфе, маю для тебе справу. Підійди, поговоримо. Погоди, поговорим. Що ти там? По поводу Понятно. артефакта. Еще. Ще на... Що ти? Що? Блять. Радиозащита слабо. Нихуя себе гиперкуб сколько стоит.
Ладно, пока по берегу, наверное. Давай, давай. Давай, давай. Четко. Поснимать. Так. Все. Запущу стрим чуть позже. Сейчас ухожу по делам. Давайте.